Мне кажется, кавказская тема постепенно уходит из политической повестки, что я считаю хорошо, в том числе для интеграции России и Кавказа. Чем меньше тема Кавказа будет присутствовать в нынешней специфически, так сказать, формируемой российской политической повестке, тем это более благотворно будет сказываться на российско-кавказских отношениях. Очевидно, что не очень смогли как-то проявиться, сформироваться националистические российские силы, которые в последние годы были ориентированы преимущественно антикавказские, также антисреднеазиатские, антимиграционно, но это было, мне кажется, даже на втором плане. На первом плане была именно вот эта антикавказская риторика. «Хватит кормить Кавказ». Вот такой последний значительный серьезный митинг националистов до, собственно, болотных событий. Он прошел под этим лозунгом. Вот. И, в общем, на этом высказывании «Хватит кормить Кавказ» как-то русский национализм постепенно перешел в такое общедемократическое русло и постепенно как-то ушел с повестки дня. Но, надо сказать, и Кавказ меньше стал напоминать о себе. Для России сейчас было бы выгодно и важно, чтобы, в общем, Кавказ перестал быть ньюсмейкером. Для России очень сложная проблема Кавказа, сложная проблема интеграции, сложная проблема политической интеграции. Все-таки существует удивление по поводу того, что именно северокавказские республики стали инициаторами пересмотра решения о выборности губернаторов, как бы не относиться к самому этому решению. Это фактор, в общем, нехороший для интеграции Кавказа и России. Разумеется, существует также проблема диаспоры в крупных городах и, так сказать, столкновений с этой диаспорой представителей коренного населения. Но опять же мы видим, что эта тема ушла на второй план в настоящее время. Но вот эта тема, и вот эта тема значит, регионов, которые потребовали пересмотра решения о выборности губернаторов, которая могла бы, уверен, еще 2-3 года назад она бы стала взрывоопасной. Эта бы тема была основной в целом ряде политических ресурсов, интернет-ресурсов, ЖЖ-блогеров. То есть мы бы только, в общем-то, долгое время говорили бы об этом, видели бы именно в этом какую-то важнейшую внутреннюю проблему российской государственности, что часть регионов не хочет следовать общефедеральной норме и предпочитает более, так сказать, авторитарные, менее демократические способы регионального управления. Сейчас это как-то ушло на второй план, это не стало важной темой. Вот. Это к выгоде для, конечно, российско-кавказских отношений. То есть, с моей точки зрения, чем меньше Кавказ присутствует в нашем общефедеральном сознании, тем лучше для, не знаю, лучше ли это для Кавказа, но, во всяком случае, это, несомненно, лучше для предполагаемого российско-кавказского этого единства. Некоторое время назад мне казалось, что ситуация совершенно безнадежна, что перспективы у российско-кавказской дружбы вообще не существует. И, в общем, движение России в сторону такого национального государственности, в сторону некоторого освобождения от имперскости, приведет к усилению настроений, в общем, сбросим Кавказ на его собственное попечение. Сейчас, именно в силу того, что эта проблема как-то перестала занимать людей, может быть, зря, я не знаю. Эта ситуация уже не так безнадежна, уже не так следует к этому алармистски относиться, что еще раз свидетельствует в пользу того, что повестка дня очень сильно формируема искусственно, в значительной степени искусственно. Это, конечно, подтверждает этот фактор. Конечно, война кончилась, это, безусловно, позитивно. Конечно, терактов нет, и это тоже позитивно. Конечно, терактов много до сих пор в самих северокавказских регионах, и это является негативным фактором. Но, с другой стороны, плюсом является
то обстоятельство, что для не плюсом вообще, а плюсом для сохранения российско-кавказской вот этой связи, плюсом является ослабление националистического сегмента, в том числе даже в протестном движении, очень значительное ослабление националистического сегмента. Вот. А минусом является тот факт, что вот в этом общем процессе такого консервативного поворота, который сейчас происходит в России, отката от тех малых достижений, которые даже были вот в эту медведевскую эпоху, вот, которые были совершенно не продуманы, не подготовлены, но тем не менее все-таки какие-то были, Кавказ лидирует. Кавказ является таким своего рода первенцем, таким флагманом этого процесса, первым пионером этого процесса. Пионер значит первый. Вот он идет быстрее других регионов в плане желания, в общем, отказаться от того немногого, что, так сказать, принесла медведевская политическая реформа. Это создает, мне кажется, некоторое будущее напряжение, основание будущего напряжения, которое сейчас пока не имеет никаких особых политических видимых симптомов.